Здесь мы обсуждаем основные направления деятельности уполномоченного по правам человека с целью дальнейшего его совершенствования. Здесь прозвучали очень много рекомендаций для совершенствования нашей деятельности. И я думаю, что это очень были полезные рекомендации в конце сегодняшнего дня, второго дня. Мы обобщаем эти рекомендации. Я думаю, что мы создаем рабочую группу из числа наших работников, из числа работников гражданского сектора. И мы будем работать над этими рекомендациями с целью их реализации. Конечно, я хочу отметить, что и до сегодняшнего, до вчерашнего тоже у нас были хорошие сотрудничества с представителями гражданского общества. И мы очень многое сделали совместно, провели много мониторингов, много изучений вопроса. Очень они нам помогли в составлении особенно стратегии развития Института уполномоченного на 2011-2015 годы. И я думаю, что с учетом наших этих новых рекомендаций мы должны пересмотреть эту стратегию нашей деятельности в перспективе. И вообще сотрудничество гражданского общества с уполномоченным по правам человека это является очень важным и нужным для продвижения прав человека в нашей стране. Конечно, у нас и эти направления деятельности сейчас еще мы будем совершенствовать, особенно по отношению к вопросам лиц с ограниченной возможностью, вопросами предотвращения пыток и вопросы вообще и другие вопросы, в том числе проведения мониторинга по местам лишения свободы и по образованию в области прав человека. У нас принята государственная программа образования в области прав человека на 2013-2020 годы. Эта программа была разработана с помощью международных экспертов, национальных экспертов, а также при содействии офиса ОБСЕ в Республике Таджикистан. Создан межведомственный совет группы, 6 рабочей группы по осуществлению этой большой программы. Конечно, вчера и сегодня наши дискуссии, наше обсуждение показывают, что еще много есть направлений для нашего сотрудничества. Мы и раньше работали с коалицией против пыток, и сейчас создана рабочая группа при уполномоченном по правам человека. И основная задача этой рабочей группы – это проведение мониторингов мест лишения свободы для вообще предотвращения пыток, а также изучение вопроса внедрения национального превентивного механизма в Республике Таджикистан. Конечно, это имеет разные модели в разных странах, мы должны изучать. Особенно есть такие модели совместно с омбудсманом, который осуществляется этот механизм, называется «Омбудсман плюс». Конечно, мы должны изучать, какие из этих моделей для нас более подходящие. И думаю, что вместе с гражданским обществом мы эти вопросы будем изучать и решать в дальнейшем эти вопросы.